Здравствуйте, меня зовут Хафизов Инсаф. И сегодня я хочу вам рассказать о Даяне Баяновиче Мурзине. Начнем с того, почему я выбрал именно эту тему. Иногда я задавался вопросом, неужели в моем городе нету никакой военной исторической личности? Но недавно моя учительница по истории рассказала мне о одном человеке, который внес очень большой вклад в победу над фашизмом. Итак, Даян Баянович Мурзин родился 20 января в 1921 году в деревне Старые Балыклы. Сейчас это место называется Бакалинским районом Республики Башкортостан. По национальности татарин. Школу окончил с отличием, окончил Кушнаренковское педагогическое училище, после чего работал в родной деревне учителем, а также работал директором Токтагуловской неполной средней школы. Хотя проработал он в ней немного, но он удостоился почетной грамоты Министерства образования БССР. В 19 лет 1 сентября его призвали в ряды Красной армии, а в мае 1941 года он уже окончил Рижское военное училище. Там же он начал военную службу помощником командира взвода 10-й стрелковой дивизии Прибалтийского военного округа. В военные годы в боевых действиях Даян Баянович участвовал с самого начала. В одном из боев был ранен и выжил только благодаря местным жителям, которые отвезли его в больницу. В январе 1942 года организовал партизанский отряд «За Родину» в Ямпольском районе Сумской области. С августа того же года целый год действовал в качестве агента в первой штабной роте Туркестанского легиона. А через год на подпольной работе в Донбассе, в городе Сталина. Благодаря его работе несколько подразделений Туркестанского легиона и легиона Идель-Урал перешли на сторону Красной армии. В составе отряда воевал на территориях Винницкой и Одесской областей, а до апреля 1944 года служил в Молдавии. 8 мая 1944 года Мурзина отправляют в Киев, где вместе с известными командирами партизанских соединений прошел специальную подготовку. Уже в августе того года он был заброшен в Словакию в составе группы словацко-чешских разведчиков для организации партизанского движения. И уже вскоре их ряды пополняли 700 партизанов. В Словакии он был начальником штаба партизанского отряда, затем командиром интернациональной партизанской бригады имени Яна Жишки, где он и получил прозвище «Черный генерал». Далее он воевал на территории Моравии и Чехии до конца войны. Послевоенные годы. Даян Баянович познакомился со своей женой Надеждой Павловной в партизанском отряде, и прожили они вместе всю жизнь. После войны он где только не работал. В отделе народного образования Бакалинского района. Был помощником прокурора Абзелиловского района и помощником прокурора города Стерлитамака. С 1955 года работал 5 лет старшим следователем и начальником отдела по надзору за законностью в местах лишения свободы прокуратуры Башкирской АССР. В 1961-1962 годах был заместителем министра внутренних дел по кадрам, после чего в 1962-1969 годах вернулся на предыдущую работу. С 1969 по 1986 год был председателем Башкирской республиканской коллегии адвокатов, а с 1987 года 3 года работал директором Музея интернациональной дружбы. После всего с 1989 года являлся членом Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Башкортостан. Умер Даян Баянович 10 февраля 2012 года. Интересные факты. Деятельность Даяна Баяновича Мурзина заставила Гитлера заинтересоваться огромными потерями техники и живой силы. В итоге он лично прибывает в Прагу, требуя отчета, безрезультатно. Решившись возвращаться на самолете, его отговаривают, предупреждая об опасности перелетов. Казалось бы, бронепоезд – альтернативное решение, однако тут его предупреждают о русской банде, орудующей в этих краях. Гитлер приходит в бешенство от того, что от него скрыли, что его армию держит в страхе какая-то жалкая банда партизан.
Гитлер обещал огромную награду тому, кто поймает или уничтожит черного генерала, и прозвал его своим личным врагом. Партизаны под командованием Мурзина пустили под откос десятки воинских эшелонов, захватили в Моравии вражеский аэродром с 18 боевыми самолетами, подбили 19 танков, более 200 автомашин, взорвали 19 железнодорожных мостов, убили и ранили более 4000 гитлеровцев и взяли в плен 245 солдат и офицеров фашистской армии. Еще при жизни Даяну Баяновичу соорудили бронзовый памятник, а до 1990-х годов в чешском городе Злин существовала улица в честь Даяна Баяновича. В Великобритании о Мурзине вышла книга Джона Хауленда. Англичанин сравнивает Даяна Баяновича с Джеймсом Бондом. Как считает автор, реальные фронтовые подвиги черного генерала превосходят приключения знаменитого литературного персонажа. Советского офицера не могли ни поймать, ни ликвидировать. Но самым дерзким было то, что Мурзин с товарищами из-под носа Гитлера взяли в плен немецкого генерала танковых войск Мюллера. Их забросили всего 8, и уже совсем скоро это была целая партизанская бригада, почти 700 человек, интернациональная, русские, чехи, поляки, итальянцы, румыны, французы. Для солидности командовать приходилось людьми гораздо старше, чем он сам. Мурзин отпустил усы и бороду. Вот эти уникальные кадры. Победный май 45-го. Его, татарина из Башкирии, встречает, кажется, вся освобожденная страна. В заключении я хочу выразить свое удивление, насколько сильно на историю повлиял человек, желавший преподавать ее в школе. Даян Баянович прожил 91 год. И вся его жизнь – это пример бесстрашия, мужества и незаменимых качеств лидера. Мне жаль все-таки, что я не знал о нем, пока он был жив, но я рад, что в моем городе был такой герой.